Турка, или как ее еще называют джезва, недорогая доступная посуда для приготовления кофе. Многие специалисты считают, что самый лучший напиток получается именно в турке. Сотни лет назад турки делали исключительно из меди. Этот металл обладает высокой теплопроводностью. Турки из меди нагреваются более равномерно. Каждая крупинка кофе отдает свой вкус и аромат, создавая великолепный напиток. Перед покупкой осмотрите медную турку изнутри. Убедитесь, что покрытие не повреждено. Существуют более традиционные для нашего времени металлические алюминиевые турки. Они доступны, чрезвычайно долговечные и практичные. Обратите внимание на ручку турки. Желательно, чтобы она была надежно приделана к основной чаше и была с покрытием. В этом случае, даже если турку необходимо будет срочно снять с огня, вы не обожжете руки. Если турка с металлической ручкой, придется под рукой держать прихватку. Бывают турки из глины и керамики. Они более изящные и, по заверениям специалистов, лучше раскрывают аромат кофе. Но глина и керамика требуют очень бережного отношения, так как весьма уязвимы и хрупки. В любом случае, какой бы материал вы бы ни выбрали, обратите внимание на форму турки. Лучше считается коническая, когда горлышко намного уже дна. Именно в этом случае пышная пена кофе создает своеобразную крышечку на поверхности. Самые густые и насыщенные аромамасла и, главное, запах кофе не улетучивается, а растворяется в напитке, что придает ему традиционный яркий вкус. Не только форма, но и объем турки имеет значение. В идеале это объем ровно на одну маленькую чашечку. Так кофе получится гораздо вкуснее. Но это в идеале, а на деле кофе можно готовить на добрую компанию. Для этой цели неплохо подойдет вот такая модификация турки. Называется гейзерная турка, состоит из двух емкостей. В одну заливается вода, в другую засыпается кофе. Под давлением в процессе варки чистый отфильтрованный кофе поднимается в верхнюю чашу, и можно наслаждаться любимым напитком. Преимущество такого вида турки в простоте приготовления напитка.